ОГПУ констатирует проявление великорусского шовинизма и убийство казахов за попытку украсть что-либо съестное у русских. В селе Корниловка сын кулака Величко выстрелом из ружья убил казаха, захваченного в своем огороде. Там же 3 гражданами убит казах Токантаев, собиравший на мельнице мучную пыль. В село Высоком 15 июля единоличницей Добродеевой на улице убит лопатой казах Пайшаев, подозреваемый в краже картофеля. В селе Кузьминка 18 июня группой русских женщин во дворе одного казахского дома убиты 2 казаха, подозреваемые в краже мяса. Курдайский район. В селе Чернореченском в течение июня месяца отмечено 7 террористических актов русских над казахами. В 3 случаях убито 7 казахов. Таких случаев было немало. А ведь всего 3 года назад Казахстан был одним из самых богатых республик в составе СССР. Тогда члены комиссии, посетившие Казахстан, писали: в составе СССР Казахстан является наиболее сельскохозяйственной страной. Удельный вес сельского хозяйства составляет по валовой продукции и по основному фонду около 90% всего народного хозяйства республики. Основными отраслями сельского хозяйства являются скотоводство. Лошадей 3 миллиона 900 тысяч голов, крупнорогатого скота 8 миллионов 400 тысяч голов, верблюдов 1 миллион 235 тысяч голов, овец и коз 27 миллионов 500 тысяч голов. Вместо животноводческого изобилия в 1933 году в Казахстане остались миллионы трупов, убитые великой казахской трагедией Зулмат.